Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 19 был его страшней. Гэтак піша Михаил Булгаков у своим романе «Белая гвардия» о падзеях рэвалюцыйнай России. А як же было и будзе у нас, перадусім у экономіцы? З чым заканчвае беларуская гаспадарка 2020 год і чаго нам чакаць пасля навагодніх святаў? В эфіры перадача «Экономика с Чалом». З вами Уласны Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Мы собрали, наверное, все кризисы, которые только можно себе представить. Поддержка, которая была обещана бизнесу, который страдал от первой волны коронавируса, она была, в общем, во многом издевательской. Сейчас сумма этих долгов превышает ожидаемый ВВП за текущий год. Вспомнил только нацистскую Германию. У них был там налог на выезд евреев из страны. Еще большее требование государства о том, чтобы вы вели себя ровно так, как мы себя хотим, просто за то, что мы вас еще продолжаем кормить. Наколькі не шанцавала беларускай эканоміцы ў 2020 годзе, то трэба сапраўды пастарацца, каб просто супала столькі негатыўных тэндэнцый. Ці можна спадзявацца, што пасля Нового года гэты нешанцунак закончыцца і в беларускай гаспадарцы нарэшце ўсё наладзіцца? Ну, я бы не говорил, на самом деле, что здесь какой-то фактор везения или невезения. На самом деле, белорусская экономика в 2020 год уже входила, прямо скажем, в не очень хорошем состоянии. И да, действительно, потом случилось несколько форс-мажоров. Некоторые были рукотворные, как мы знаем, политический кризис, некоторые были от нас независящие, как коронавирус. Вот. Но фактически можно сказать, что мы находимся сейчас, по результатам 2020 года, в совершенно уникальной ситуации. Мы собрали, наверное, все кризисы, которые только можно себе представить. И политический кризис, и экономический кризис, и социальный кризис. И я бы сказал, что важно было даже не вот эти вот форс-мажорные события, эти черные лебеди, свалившиеся на белорусскую экономику, сколько то, как на них реагировали экономические власти. Второй кризис подряд после 15-16 года, когда было понятно, что средств у государства не хватает для того, чтобы помогать страдающим всем, нужно было кого-то приоритизировать, и как в 15-16 году они выбрали, естественно, госсектор. Потому что поддержка, которая была обещана и которая там, в принципе, даже формально была оказана частному сектору, вот знаменитый указ 143, значит, помощи бизнесу, который страдал от первой волны коронавируса, она была, в общем, во многом издевательской. Несколько цифр, да, то есть, когда власти хвастаются тем, что нет, смотрите, мы же помогли там целым 40 тысячам субъектам хозяйствования на целых 70 миллионов рублей. Ну, разделите одно на другое, вы получите там 1400 рублей в среднем на каждый бизнес. Но это просто издевательски. В то время, как они говорят, а еще бы оказывалась такая точечная поддержка отдельным предприятиям, понятно, каким предприятиям, своим, да, значит, что привело к тому, что общая сумма поддержки национальной экономики от последствий коронавируса превысила 1 миллиарда рублей. Ну, вот, собственно, про то, что... 70 миллионов и 930 миллионов. Да, примерно так. И при этом эффективность этой помощи, на самом деле, оказалась довольно сомнительной. Мы получили, на самом деле, довольно рекордные вещи. То есть по убыткам сейчас ситуация такова, что предприятия государственные, которые когда-то даже входили в топ прибыльных, они сейчас уже оттуда вываливаются. То есть тот же БелАЗ, который там за последние 5 лет, у него худшие показатели вообще. То есть вот с момента предыдущего кризиса прибыль, если сравнивать год к году, упала там в 14 раз. Значит, в 3 раза там прибыль Минского тракторного завода. Все они теряют свои рынки и так далее, да, в том числе в России. Размеры складских запасов не просто рекордные с момента предыдущего кризиса, они абсолютно рекордные. Там 69% от среднемесячного выпуска находится на складах промышленной продукции. Не было такого, не все. Никогда, это максимум абсолютный. В 2016 году было чуть-чуть меньше, в кризисном 2016 году. Несмотря на все эти героические усилия и несмотря на вот эту вот забавную такую, значит, какую-то пропагандистскую акцию, да, вот этот марш тракторов, который направился в Витебскую область своим ходом. Не очень понятно, зачем это. Скорее, это был какой-то такой, знаешь, там, пропагандистский марш. Смотрите, у нас не все так плохо, мы продаем, и они сами туда едут. Долги предприятий, ну, если считать вот те самые предприятия бренда, они же флагманы, там, крупные государственные предприятия, они тоже рекордные исторически. Сейчас сумма этих долгов превышает ожидаемый ВВП за текущий год.
То есть, ну, это гигантские величины. В частном бизнесе там ситуация тоже, опять же, как если ты оставлен, что называется, там, ну, кто выплывет, тот, кто выплывет, да, и мы видим, как по вот опросам, которые там и разные есть, да, их там Бюрок проводит, их там Сатио проводит и так далее, там малых, средних предприятий и прочее, там Нацбанк, видно, как идет распространение этого кризиса. Причем ожидания, да, про которых мы многократно говорим, которые определяют, что же будет дальше бизнеса, они на самом деле весьма пессимистические. То есть ситуация плохая, она там поголовно, значит, 69% говорят, что в экономике плохо все. От усіх и державных, и приватных. Да. Только 6% говорит, что все в порядке. Львиная доля из них, опять же, говорит о том, что государственная политика была неадекватна в процессе этого кризиса, помощь была недостаточной. При этом, если, например, пандемию называют как главным фактором негатива примерно там 20 с небольшим процентов, значит, опрошенных, то почти в 2 раза больше, около 40%, главной проблемой в экономике называют политический кризис. То есть совершенно рукотворные вещи, не то, что пришло к нам из-за границы. Так виноваты протестовцы, люди, которые ходят по улице? Нет, виновата потеря политической легитимности, которая отразилась, что внешняя, что внутренняя легитимность отразилась на потере доверия, прежде всего, на финансовых рынках, что внешних, что и внутренних, со стороны иностранных инвесторов, что со стороны отечественных вкладчиков. Але, може бути, ситуацію поправить Росія? Вони же летось там починали год з нафтової війни, тепер все підписано, все тихо, мирно. Ну вот цена, дело в том, что этого мира, то бишь ничего не добились на самом деле на этих переговорах, да, то есть никаких подвижек нет. По газу, в принципе, как мы говорим, по те же самые условия, видимо, те же самые $127 за 1000 кубометров, которые были, то бишь нигде не удалось подвинуться в вопросах расчета вот стоимости транспортировки, а это, кстати, ключевой вопрос вообще, интеграционный. А по нефти, ну, судя по всему, то, о чем мы говорили, что налоговый маневр продолжается, это означает, что цена энергоносителей для нас будет все дальше приближаться к мировой. То есть где-то уже должно быть порядка 90% от мировой по сравнению с 85% в этом году. Ще больш зменшиться нафтова субсидія, але додатково у нас же узгоднений, наприклад, міждержавний кредит на $1 мільярд. 500 миллионов планируется, по идее, получить еще до конца года и еще 500 миллионов на следующий год, но дело в том, что это чрезвычайно мало. На самом деле ситуация какая, что $1,9 миллиарда выплаты в иностранной валюте – это погашение госдолга, ну, то бишь основного тела, и еще $1,2 миллиарда – это обслуживание этого долга, то бишь проценты. То есть суммарно это 11% от расходов всего госбюджета. Планирует правительство находить порядка $1 миллиарда на внешних и внутренних займах, 775 на внешних и 200 на внутренних. Это в иностранной валюте. По оценке Бюрок экономики для того, чтобы нормально функционировать на следующий год, нужно порядка $5-6 миллиардов найти где-то. Это потребность вот, как сказать, в внешних средствах. Из этого примерно только, как мы посчитали, половина, может, чуть больше, максимум до 2/3 удастся найти, наскрести. Россия, евробонды и запасы, которые были наши еще накопленные. Ну, а другую половину золотовалютными резервами, их у нас там, кстати, да, 7 миллиардов. Совершенно верно. Судя по всему, на это расчет идет. Планируется то, что ЗВР в следующем году, как там сказано, не опустится ниже $6 миллиардов. При нынешних 7,4. А что такое 6, на самом деле, миллиардов долларов? Это меньше 1,7 потребности месячного импорта. То есть это, ну, это совсем мало. Это вот запаса на малейший форс-мажор у тебя просто нет. То есть любая паника валютная, любые какие-то внешние шоки во внешней торговле, ну, это моментально скажется на, как сказать, устойчивости белорусской валюты. А, до речі, зараз частка монетарного золота и частка сродков там переводится у злитки золотые. Да, есть такая очень странная тенденция, которая на самом деле довольно необъяснима с точки зрения нормальной экономики, потому что какая разница в чем, да, то есть и то влияет, цены на золото влияют на стоимость этого компонента золотых резервов. Ну, не знаю, единственное, как бы мысль, которая приходит в голову, она вне экономическая, но их просто грузить удобнее, там, военно-транспортный самолет, чем предъявлять требования на счета. Угу. На рахунки держави. Абсолютно так. Ну, улады і самі кажуть про
наступаючую цяжкую вясну, і ў сваіх прагнозах ужо не 3 з нечым адсоткі абяцаюць рост, а ўжо 1,8. Ну да, в 2 раза меньше. В 2 разы меньше, но тем не меньше, уже все еще хоть некий рост. Во-первых, есть подозрение, сомнение в том, что будет и эти 1,8%. Скажем, аналитики Сбера, бывший Сбербанк, считают, что более реалистичным, опять же, в условиях вот этих множественных кризисов, с которыми столкнулась Беларусь, это будет скорее цифра около 1%. Ну и то, как мы понимаем, это практически статистическая погрешность. Что особенно удивляет, это то, что все планы, которые разрабатывались на следующий год, они исходили из того, что нужно, наконец, каким-то образом подстегнуть экономику для того, чтобы, скажем, запустить новый инвестиционный цикл и запустить, наконец, вот тот самый восстановительный рост, ну, после предыдущей стагнации. Даже я вот процитирую, скажем, вот прогноз социально-экономического развития, там поручение правительству утвердить целевой план на 2021 год, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики. Я не понимаю, как одновременно мобилизация ресурсов и восстановительный рост могут быть в одной фразе. Потому что мобилизация ресурсов противоречит задаче восстановительного роста. В ситуации, когда у вас стоит задача стимулировать экономический рост, дефицит бюджета, в принципе, нормальная вещь, но ваша задача давать поблажки бизнесу для того, чтобы он мог развиваться, вместо того, что на самом деле делают власти, планируют на следующий год, попытаться найти, где же можно повысить налоги, чтобы найти хоть какие-то средства там, для финансирования бюджета. Политика более близорукая экономическая, которая ставит под угрозу вообще долгосрочный экономический рост. Потому что мы же видим, где деньги начинают собираться, да? То бишь... С айтишником повышают порядки. Ну, пока там только на доходы физических лиц. Они там повышаются до 13%. В принципе, можно повеличить, потому что там некоторые лишь что образели, шмат зарабляют, таки что практически ничего не платят. Але проблема с тем, что обещали, как долго не чапать? До 2049 года по 8-му декрету от декабря 2017 года. Порушение инвестиционных всех контрактов. Раз, да, ну и плюс вы повышаете налоги на то, где вы специально создавали вот такие, ну что ли, загончики, где-то, да, чтобы что-то хоть работало, понимаешь, потому что в условиях остальной экономики, ну, как мы видим по опросам бизнеса, все плохо. Ну, в принципе, разрешили Максиму, что и так уцікаюць айцішнікі, по вялікім рахунку на інвестыцыі асоба разлічваць бліжэйшым часам не прыходзіцца, таму халера з ім ужо з іміджам інвестыцыйным все равно нікого не прывабіць в умовах палітычнага крызісу. Там же некая статыстыка была украинская, так? Ой, она была совершенно безумная, я, честно говоря, не знаю, насколько ей можно верить. Издание ТСН назвало 75 тысяч уехавших за несколько месяцев супермигрантов, как они назвали. Ну, мы понимаем, почему супер, потому что это же не какие-то беженцы, там, да, нищие, а это на самом деле самые передовые люди, высокообразованные, там, с социальным капиталом, значит, ну, те, которые способны зарабатывать деньги. Белорусские официальные данные 3000, но я думаю, что правда где-то, как истина, где-то посередине. В любом случае это гигантская величина, и самое главное, еще раз говорю, что мы начинаем терять то, что когда-то было драйвером вообще экономического роста. И то, что определяло качество этого экономического роста. И представляешь, насколько же должна быть плоха оценка ситуации в экономике, что даже в ситуации, когда вы начинаете смотреть по всем сторонам, где бы найти хоть какие-то средства, где можно временно повысить налоги, какие-то сборы ввести, ну, например, как этот сбор на выезд, да, из страны. Я вообще исторически пытался найти некий аналог этому, да, ну, вспомнил только нацистскую Германию, у них был там налог на выезд евреев из страны. Вот больше я так не вспомнил, когда бы брали деньги за право выезда. И даже при этом у вас все равно планируется 4 миллиарда белорусских рублей на следующий год дефицит. И больше того, если смотреть внимательно, сравнивать бюджет прошлого года с нынешним, то мы видим, что расходы растут, а даже в номинальном выражении доходы уменьшаются. На 40% планируется уменьшение, сокращение налога на прибыль. Но это вот и есть признание того, что как бы с прибыльностью, то есть с эффективностью предприятий, которые приносят налоги, да, будет плохо. Не очень понятно, откуда планируется рост вот НДС на 13% на следующий год, потому что главный же компонент НДС – это на самом деле розничный товарооборот, а он уже сокращается. А если смотреть общепит, ну, который, собственно, больше всего страдает от коронавируса, там вообще падение там, на четверть.
от того, что годом ранее было. Ну, может быть, это все полепшится зараз вакцины. Всех вакцинируют, и там к весне уже забудем про коронавирус. О, очень хорошо, что ты про это вспомнил. Пока все, что мы слышим, это разговоры о том, что то ли мы будем, я так и не понял, честно говоря, какая у нас политика, то ли мы будем сами разрабатывать, то ли мы будем сами производить, ну, видимо, российскую, то ли мы будем закупать какие-то, ну, и, может быть, китайскую, там, может быть, какие-то западные, что-то еще. И вообще нам обещают по итогам весны следующего года порядка 1 200 000 доз вакцин, вот, типа, значит, закупить, поставить там и так далее. Это чудовищно мало. Дело в том, что для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, мы об этом уже рассказывали, необходимо вакцинировать 60-70% населения. Это 6-7 миллионов людей. А с учетом того, что многие, так сказать, иммунитет вырабатывается от современных вакцин при 2 дозах, ну, то бишь, это настолько недостаточно, что я уже сейчас могу сказать, что если такие планы будут осуществлены и не больше, то это означает, что не только 2-я волна не закончится, у нас будет и 3-я волна, там, и 4-я, и постоянная. Речь идет о чем? Что даже когда разрабатывались планы на 2021 год, когда они еще были более оптимистичны, все равно признавалось, что даже в предположении возобновления внешнего спроса этого недостаточно для того, чтобы запустить рост белорусской экономики. Нужно возобновление внутреннего спроса. Без того, чтобы справиться с коронавирусом, никакого оживления внутреннего спроса просто невозможно ожидать на самом деле. Як усё гэта на сабе і калі будзе адчуваць звычайны чалавек? Ну, очевидно, по-разному будут чувствовать себя занятые в бюджетном секторе и занятые в частном секторе. Ну, все, что касательно частного сектора, как я уже сказал, политика такая, что, значит, как бы дальше сами. Помощи дождаться не получится. С учетом того, что перспективы, как я уже сказал, внутреннего спроса довольно печальные, вероятнее всего, что речь будет идти просто о закрытии бизнесов, сокращении этих бизнесов, сокращении прибыльности их, соответственно, это будет сказываться и на занятости, то есть, видимо, будут увольнения в частном секторе или сокращение доходов. А в державном? А в государственном секторе, то есть тут задача какая? Любой ценой попытаться поддерживать занятость и доходы. То бок атрымліваецца, што выгрыбаецца, што толькі можна з прыватнага сектара, хто падохне, той падохне, дзеля таго, каб утрымаць хаця б часова занятасць и доходы у секторе державном. Именно так. И поскольку эти усилия преподносятся как героические, предполагается, что это не просто теперь подается не как просто как в исполнение собственно, социальных обязательств государства, контракта обыкновенного, а как какое-то особое одолжение, и что это каким-то образом дает особое право требовать еще большей лояльности этих самых госслужащих. Вот этот вот анекдотические положения законопроекта о госслужбе, который готовится, на самом деле он давно планировался, еще в 2018 году было поручение Лукашенко, а там фактически идет речь о сближении статуса гражданских служащих с военнослужащими. То есть аналог как военный устав, да? То есть там дисциплинарные требования, там поведение, причем не только на работе, но еще и в быту. Еще большее требование государства о том, чтобы вы вели себя ровно так, как мы себя хотим, просто за то, что мы вас еще продолжаем кормить. Ну, у нас нейкі зусім атрымліваецца змрочны пераднавагодні выпуск, што няма зусім ніякіх надзей на эканамічнае паляпшэнне ў наступным. Нет, почему? С завершением политического кризиса закончится и экономический кризис. С завершением политычнага кризиса, который Лукашенко сам казаў, што пры ім не будзе. Хаця он кажа, што і кризиса палітычнага няма, але тым не менш кажа, што ён і не закончится. Ну и этого недостаточно. И после этого необходимо начинать экономические реформы для создания будущих источников экономического роста. Который Лукашенко таксама кажа, што пры ім не будзе, таму што іх няма патрэбы. Ну, в общем, да. На гэтым мы заканчиваем наш апошні выпуск перадачы «Экономика с шалом» у гэтым годзе і сустрэнемся зусім хутка ўжо ў 2021. Ну и хочется всем пожелать, чтобы следующий год не стал продолжением тягот этого, а годом воплощения всех наших надежд.